Давно не снимала видео для Ютуба, и у меня накопилось много чего, о чем можно рассказать и от чего вы получите такую хорошую пользу. И первое, что насчет словарного запаса и грамматики. Что изучать? Просто грамматику или просто словарный запас? И как это взаимодействует, да? Например, если вы ходите на курсы, на какие-либо курсы, или вы самостоятельно изучаете какой-либо язык. Тут не только про русский, любой язык. И то есть, одним словом, у вас есть вот этот процесс изучения грамматики языка. То есть вы постепенно, систематически вот так изучаете грамматику. И нужно, чтобы в это же время вы обогащали свой словарный запас. Потому что, например, если просто изучить грамматику, в конце будет так, что вы просто очень хорошо будете разбираться в языках, да, имеется в виду в грамматике будете хорошо разбираться, вы будете знать, какие правильные окончания ставить и так далее и тому подобное. А именно, когда хочется уже о чем-то поговорить с человеком, разговаривать, тогда все равно будет вот эта сложность. Все равно. Потому что вот этого словарного запаса вы не повысили. А если вы просто повышаете словарный запас, ну, разными способами, да, сейчас поговорим об этом как раз таки. В конце будет так, что у вас очень богатый словарный запас, и вы классно разговариваете, но можете допускать в окончаниях ошибки, в произношении, ну, в общем, да, какие-то грамматические ошибки, и можете даже об этом и не знать. А человек, который говорит с ошибками, производит впечатление того, что человек не знает чего-то. Ну, не знающий человек, да, вот. И получается, что надо словарный запас, грамматика, словарный запас, грамматика, словарный запас, грамматика. И когда они встретятся, вот то, что нужно, вон там. То, что необходимо, там. И потом, а как увеличивать все-таки этот словарный запас? Кстати, я приобрела вот эту книгу Ремарка. С завтрашнего дня уже начну вот эту книгу читать. Она новенькая, хорошо пахнет. Так, смотрите, как мы увеличиваем словарный запас. Например, словарный запас увеличивается вообще с разными способами. Например, книга, фильмы, подкасты, просто общение или все вместе. И что? Например, насчет книги, да, вот как мы увеличиваем словарный запас. Если просто взять какую-нибудь интересную книгу, почитать, книга интересная, вы, может быть, много чего нового узнаете, много чего нового получите, и на это все. А увеличится ли словарный запас, это не точно, потому что вы отсюда, может быть, просто сюжет запомнили, а не отдельные фразы, выражения или слова. Что для этого делается? Для этого каждую страницу минимум 4 раза читаем. Минимум 4 раза. Если ваша цель именно увеличение словарного запаса. Именно. А не просто почитать книгу. Если просто почитать, просто читайте и живите счастливо. А если все-таки цель, хочу увеличить свой словарный запас, надо читать одну страницу минимум 4 раза. Это как? Один раз про себя, потом вслух, про себя вслух. Так вы запомните больше фраз, больше выражений, больше слов, и вы еще лучше поймете суть и смысл книги. Тут важно не количество того, что сколько там прочитал, одну книгу за одну неделю закончил. Нет, тут важно количество. А сколько ты запомнил оттуда? Сколько? Кончай, вот это важнее. Потом, с фильмами точно так же. Если вы после работы решили просто какой-нибудь фильм посмотреть, отдохнуть, да, ради бога, сидите и смотрите, отдыхайте. А если все-таки ваша цель увеличить свой словарный запас или запомнить оттуда какие-нибудь выражения, слова, то есть, да, вот цель все-таки увеличить словарный запас, сначала надо определиться с выбором фильма. Фильм вы должны выбрать, знаете, вот, исходя из того, что вот какие слова вам нужны. И вот эти молодежные такие комедийные фильмы, где есть матершина, матерные слова, выражения, и просто обычные дежурные слова, привет, как делать, что там, да? А если вы хотите, чтобы ваши слова, вот ваш словарный запас увеличился очень таким качественными словами, смотрите фильмы исторические или об искусстве и так далее и тому подобное. Я вот сейчас составляю список фильмов, которые помогут увеличить словарный запас именно качественно. Просто на днях в Инстаграме это выложу. Фильм смотрим так. Берем блокнот или, не знаю, тетрадь, ручку, карандаш, что-нибудь. И в процессе фильма не смотрим на то, что смешно, не смешно, о чем там, да, а именно о чем они говорят,
как они это говорят, что они говорят, с какой интонацией они это говорят, и какие выражения используют, какие, например, не знаю, необычные слова используют. И если вам там в фильме показалось что-то необычное, какое-нибудь необычное слово или незнакомое слово, поставьте на паузу, запишите или посмотрите это в интернете и дальше продолжайте. Вот так увеличивается словарный запас. А как изучать грамматику? Ну, это вы, наверное, прекрасно знаете. И изучать грамматику можно самостоятельно, взять систематически, составить расписание и каждый день что-то делать. Ну, не прям что-то, да, да, а именно. Или записаться на какие-нибудь курсы. Главное, это делать систематически. Точнее, каждый день. Каждый день по чуть-чуть. Это лучше, чем 10 дней ничего не делать и на 11 дней выучить 100 слов. Потому что вы эти слова просто забудете через какое-то время из ненадобности. И последнее, когда вы учите слова или словари, да, вот чаттап именно, да, словарь, какие-то слова записываете, допустим, в стикерах или еще что-то, да, надо исходить из себя, то есть, точнее, от себя, например, да, вот. Например, кто я? Ответьте на этот вопрос. Я учитель, да? Какие фразы мне необходимы, какие слова мне необходимы? Мне на работе. Потом, если я часто куда хожу, например, в кофейню, какие фразы мне необходимо использовать именно в кофейне? Или я, допустим, иду в магазин, допустим, в торговый центр, какие фразы там мне необходимы? Какие фразы, не просто слова, а именно фразы. И каждый раз вот какие нужно стараться по-разному говорить одно и то же. Да? Не дежурный каждый день одно и то же. Можно вот эту же информацию по-другому спросить, по-другому сказать. Да? Вот вариации, да, вариации. И сначала мне нужно выучить слова и фразы, которые мне необходимы, которые я буду использовать каждый день. А то, что какие-то необычные, просто не касающиеся меня слова, я потратила время и выучила их, но в процессе своей, на данный период своей жизни, если я не использую эти фразы, я их просто забуду. Забуду и все, понимаете?